конце декабря вот, в журнале «Доклады Академии наук» вышла статья по птицам местонахождения Хонду Чероптинского района. Это Центральная Якутия. И вот в течение 2 лет было обработано фрагменты костей собранных птиц на данной местности, и было определено, выявлено 30 видов птиц, из них определено на данное время 25 видов птиц. Вот. Но там есть интересные находки, вот птицы, виды птицы, которые на данное время в Центральной Якутии не гнездятся. И некоторые даже во время весенне-осенних миграций они в Центральной Якутии не встречаются. Ну, после полевых работ то, что отобрано вот образцы, просеиваем в сито и смотрим через микроскоп, разбираем и находим, например, вот такие вот образцы. Например, вот это нижняя челюсть пищухи. Ну, там зубы отсутствуют. Образцы попадаются, ну, еще более целые, но это фрагмент плечевой кости. Это проксимальный эпифиз называется. Ну, такой вот суставной. Образцы собираем. Идет работа. Дальше идет работа определения, какого вида птицы эти относятся. С 2021 года было собрано материалы разные, ну, по всем разным палеонтологические материалы, начиная от мамонтов, заканчивая до земноводными, да? И в том числе были собраны кости птиц. Вот. Из них вот определено 25 видов птиц. Вот. Ну, есть такие вот виды, например, черношейная поганка, которая вот в средней, центральной Якутии не встречается. Есть такой кулик, например, галстучник. Он практически не встречается в миграциях весенне-осенних, да? Есть из утиных, например, красноголовый нурок. Ну, редко встречается здесь, в Центральной Якутии, но вот в Чероптинском районе, как оно вот, ну вот плейтоценовое время, он там гнездился, не гнездился, сейчас мы не можем сказать. Ну, такие вот есть находки, есть такие вот из куликов тоже вот средний кроншнеп, например, он тоже вот в Центральной Якутии, она не гнездится. Вот. Малый веретенник вот тоже вот определено. Ну, такие вот птицы, которые вот на данное время, вот голодценовое время, в Центральной Якутии нетипичные. Очень кропотливая работа. Можно ошибиться. Как это все определяется? По специальным каталогам, да? Или специалистами надо советоваться? Ну, есть специалисты, палеоорнитологи, да, и они вот определяют, вот для того, чтобы определить самим здесь, например, ну, нужен полный набор костей всех видов птиц, например. И тогда можно определить. Но у нас, к сожалению, таких коллекций отсутствует. Поэтому все это проводится такая работа уже в Москве. Для зрителей поясните, что голодцен
Это сколько тысяч лет назад? Голоцен это начинается ну, примерно 7 тысяч лет, ну, можно сказать, с 9 тысяч лет и до современности. Это голоцен. А с 10, ну, с 10 тысяч и старше, вот, ну, там 20-30, это уже плейстоценовое время. Иннокентий Семенович, а можно сделать какие-то предварительные выводы о состоянии динамики климата или пищевой базы вот по этим животным, птицам? Ну вот, конечно, вот ну, будем еще изучать в дальнейшем по птицам, и будет понятно, насколько она чаще встречается, ну, вот кости этих видов птиц, да, и вот какие вот какой биотоп в этом местности был, вот, какие озера были, какие вот климат тоже вот можно туда по этим птицам, например, такие вот. А вот навскидку, если вот эти птицы были, а сейчас их нет, это можно сказать, что климат был мягче, да? Или пищевая база просто другая была? Ну, такая вот водно-болотное состояние, она была по-другому. Например, там есть серощекая поганка, там есть черношейная поганка, да. Они любят гнездиться, например, в берега, чтобы были более глубокие, тростники были, ну, чтобы гнездовой материал был. Определено гуменник, например. Гусь гуменник, да. Вот. Это тоже вот интересный момент. Например, на данное время гуси, гуменники или даже белолобые гуси, они в центральной Якутии гнездятся. Не гнездятся. Да. А почему такие мелкие кости до сих пор остаются в такой сохранности хорошей? Из миллионов животных десятки костей, вот видов, ну, особей, десятка особей животных остаются вот некоторые кости, вот, например, да, а все остальное она вот превращается, ну, исчезает. Это не то, что вот можно... Перетирается и Да, склеивает, да? да, и есть такое вот понятие, вот для того, чтобы сохранились эти кости, животное должен упасть, а, как сказать, упасть там, где надо, скажем, да. Вот. Если неудачно упал, она вот исчезает. Если удачно упал, и кости этого животного быстро уходят под землю, а, где кислорода нету, и потом она не перезахоранивается или что-то там, да, лежит все время под землей, тогда она вот остается. Вот. Мы можем смотреть сейчас вот эти кости уже в А низкие хорошем температуры состоянии. тоже играют в этом роль, да? Низкая температура тоже играет роль, Она же да. в мерзлоту потом уходит, да? Да, но у нас более-менее вот у нас помогает мерзлота. Например, в европейской части России там костные останки, конечно, в плачевном состоянии. У нас вот как будто вот в прошлом году он умер, и мы достали этот точно Здорово. пример, да? Иннокентий Семенович, вот глубина, насколько глубоко надо копать, чтобы вот вы обнаружили такую косточку, например? Ну, примерно. Ну, в разных районах разные. И даже в одном районе, в разных местах, они тоже вот глубина залегания разная бывает. В некоторых местах, например, можно сказать, там метр 20 можно найти, да. А в некоторых местах можно только выкопав вот эту трехметровую глубину, то можно достичь этого слоя, вот где мамонты ходили, вот, мамонты и фауна. Вот. Например, на острове Котельню там практически под дерном лежит. А почему? Потому что там голоценовый слоя нет, накопления грунта нет. А,
Земля, грубо говоря, да? Ну, Да, формируется. да, Точно. почвы. И долгое время она вот стояла замерзшей, и сейчас, например, лето короткое там, и хватит этих